Добрый день, меня зовут Евгений Александрович. Я являюсь ведущим специалистом Центра правовой помощи по кредитным спорам, по банковским спорам, по работе с МФО и по работе коллекторских компаний. И сегодня я бы хотел рассказать вам тезисно о деятельности коллекторских компаний на территории Украины. Начнем с того, что в этом году деятельность коллекторских компаний законом была урегулирована. Был введен реестр коллекторских компаний, который работает под началом Национального банка Украины. То бишь Национальный банк Украины регистрирует каждую из компаний, и возможность такая у них есть зарегистрироваться до 14 октября 2021 года. После этого все компании, которые захотят заниматься данного рода деятельностью, не будут иметь такого функционала. Давайте поговорим с вами, каким образом у коллекторов появляются наши кредиты, каким образом они перекупают кредитные портфели и каким образом в целом они работают. Начнем с того, что мало компаний коллекторских изначально являются владельцем вашего кредита. То есть изначально каким образом может обстоять ваша проблема? Либо же у вас есть кредит в банке, либо у вас есть кредит в каком-либо МФО. Не имеет разницы, каким образом вы его взяли. То есть либо онлайн, либо офлайн. В целом. Такие компании пытаются с вас взыскать сумму задолженности, либо сумму процент, пеню, штрафы, любого рода начисления в формате работы за 2, 3, 4, 5 месяцев. После этого они понимают, что данный кредитный договор становится неликвидным, и они перепродают ваш кредитный портфель по договору факторинга. Вследствие всего этого ваш кредитный договор принадлежит коллекторской компании. А теперь давайте конкретнее с вами разберемся, каким же образом они смогут взыскать с вас данную сумму средств. Да, действительно, ходят мифы, и, возможно, это не только мифы, о том, что данные ребята, представители коллекторских компаний, приезжают по месту регистрации должника к его близким родственникам, к его друзьям и пытаются каким-то образом повлиять на то, чтобы вы вернули данную сумму средств. Во-первых, но давайте сейчас все-таки поговорим о правовых вариантах их влияния. Говоря из своей практики, могу сказать вам одно, что в суд данные ребята уже не обращаются. Да, бывали прецеденты ранее, такие компании как Талион Плюс, как Кредит Капитал действительно могли обратиться в суд. Но это единичные случаи. На данный же момент самый актуальный вариант решения для них этой проблемы – это обратиться к частному нотариусу с целью получить исполнительную надпись. Вследствие всего этого данный документ, который практически приравнивается к судебному решению, передается на реализацию частному исполнителю, и после этого он вправе немного ограничить вас в своей деятельности. Давайте разберемся, что же именно может сделать частный исполнитель, чтобы немного подпортить вам жизнь. Но для начала у вас могут быть арестованы ваши банковские карты, ваши банковские счета. Вследствие всего этого вы можете оказаться на кассе в магазине, хотите оплатить свою покупку, но, к сожалению, вы получите отказ, и вы не знаете, что с этим делать. Это во-первых. Во-вторых, когда речь идет уже о какой-то более серьезной сумме, к примеру, давайте возьмем 1010 гривен, уже может быть наложен арест как на движимое, так и на недвижимое имущество. То есть арест либо же запрет на ношение, к примеру, оружия, управление транспортным средством. Да, конечно, не всех людей это касается, но для кого-то это также неотъемлемая часть жизни. И это может очень серьезно ударить по их реалиям, то есть и их реализации себя, к примеру, на тот момент. Зачастую люди узнают об исполнительной надписи уже после того, как они столкнулись с тем, что их права были как-то ущемлены. То есть, либо вы не можете платить картой, либо вы не можете провести сделку купли-продажи вашей недвижимости, либо вы столкнулись с этим, когда продавали автомобиль, либо же пытались его приобрести. В такой ситуации могу сказать одно, что у частного исполнителя есть обязательство предоставить вам материалы исполнительного производства. Зачастую они этим не занимаются. И для того, чтобы в дальнейшем обжаловать данную исполнительную надпись, нам в любом случае нужно их получить. Каким образом это можно сделать? Изначально, чтобы бороться с проблемой исполнительной надписи, то бишь признать ее такой, что не подлежит исполнению, нам нужно получить материалы исполнительного производства. Обычно мы готовим запросы и в течение месяца, согласно закону Украины про обращение граждан, получаем ответ на наше заявление.
То есть мы получаем копию исполнительной надписи, копию постановления об открытии, ну и взыскания, которые ранее были наложены непосредственно исполнителем, мы также получаем данные документы, которые могут об этом свидетельствовать. Каким образом мы можем это обжаловать? У нас существует исключительный порядок обжалования исполнительной надписи путем обращения в суд. Непосредственно готовится исковое заявление с целью признать исполнительную надпись такой, что не подлежит исполнению. Но давайте расскажу вам про несколько оснований, которые могут послужить нам плюсом, когда мы будем обжаловать данную исполнительную надпись. Ну, во-первых, тут мы можем применить общие сроки исковой давности, которые, согласно Гражданскому кодексу, составляют 3 года. Помимо этого, согласно закону Украины про нотариат, должна данная задолженность быть бесспорной. То бишь она должна удостоверяться определенного рода документом, это должен быть кредитный договор. Еще есть один нюанс в данном судопроизводстве. К сожалению, одного обращения с исковым заявлением в суд нам бывает недостаточно. Из-за чего все это? Такие процессы в силу загруженности нашей системы судебной власти могут занимать в среднем от 3 до 5-6 месяцев. Вследствие всего этого, того рода ограничения, которые ранее были наложены на вас, они никуда не пропадают. Для этого нам нужно обратиться с отдельным заявлением в суд, заявлением об обеспечении иска, с той целью, чтобы обезопасить себя от того, чтобы в дальнейшем никакие штрафные санкции частным исполнителям нам не были наложены. То есть, чтобы мы понимали, что за время, пока будет идти суд, нам не будут снимать ни зарплату, ни пенсию, ни какого рода поступления. И если вы столкнулись с такого рода проблемой, не стоит сразу паниковать. В большинстве случаев суд принимает решение по отмене исполнительных надписей, то есть он признает их такими, что не подлежат исполнению. Но давайте рассмотрим еще один момент, что для этого нужно. Для этого нужно обратиться с должным образом подготовленным иском в суд, и в большинстве случаев это гарантированно даст нам успех. Это гарантированно даст нам то, что нас больше не будут тревожить коллектора, и вследствие всего этого мы сможем разблокировать наши банковские карты, снять ограничения с нашей недвижимости и в дальнейшем без проблем распоряжаться ей. Всем спасибо за просмотр, меня зовут Евгений Александрович, подписывайтесь на наш YouTube канал, мы будем рады вашему просмотру. Если вы поставите колокольчик, лайк от меня.